Приветствуем вас, Олег Мусасович, в студии Абхазского телевидения. И хотели бы начать с самого свежего и актуального. Да? Мы знаем, что сегодня буквально принимали в МИД нового чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии. Хотелось бы, чтобы вы, может быть, кратко охарактеризовали, как прошла эта встреча, о чем вы беседовали. Добрый день. Да, действительно, сегодня состоялась моя первая встреча с назначенным на эту должность чрезвычайным полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеславом Владимировичем Гладковым. Встреча, сразу забегая вперед, скажу, встреча прошла в очень конструктивном ключе. Удалось обсудить множество вопросов нашей двусторонней повестки. И хочу особо отметить, что мы связываем с назначением опытного руководителя, многолетнего руководителя одного из важнейших российских регионов, которые сейчас находятся в весьма непростой исторической ситуации Белгородской области, политическим тяжеловесом, если можно так выразиться, Вячеславом Владимировичем Гладковым. С его назначением мы связываем серьезные надежды на то, что нам удастся еще больше оптимизировать наше взаимодействие между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, поскольку посольство России в Абхазии – это весьма важный орган, который в значительной степени обеспечивает такое эффективное взаимодействие, оперативность, информированность российской стороны о тех процессах, о тех необходимых вещах, которые требуется сделать. Я хочу сказать, и это отмечал также во встрече с новым послом России, говорил о том, что сегодня наше взаимодействие и сотрудничество с Россией находится на абсолютном историческом максимуме. Сегодня степень и интенсивность наших контактов, количество тех проектов, которые реализуются сегодня в Абхазии при помощи Российской Федерации, оно, конечно, порождает большой оптимизм. Но при этом всегда есть какие-то вопросы, какие-то тонкие места, которые необходимо, что называется, улучшать, дорабатывать и так далее. И поэтому здесь, конечно, еще раз повторюсь, назначение Вячеслава Владимировича мы восприняли с большим энтузиазмом. Опытный человек, опытный губернатор, который много лет руководил, как я уже сказал, Белгородской областью, который там снискал большую любовь, авторитет и уважение практически всех жителей Белгородской области, один из самых популярных, медийно открытых губернаторов российского региона. Поэтому я думаю, что нам удастся наладить такой уровень и такой формат работы совместной, который будет отвечать в наибольшей степени интересам и народа Абхазии, и наших союзников и партнеров России. Мы, как я уже сказал, обсудили и в общем формате официальном, и затем в двусторонней встрече большой спектр тех вопросов, которые сегодня находятся, как я уже говорил, в повестке. Очень интересные наработки, очень интересный опыт, которым обладает господин Гладков, он, как я уже сказал, действительно вызывает определенный оптимизм. Множество планов, множество идей, которыми он уже даже в первой итерации, так скажем, поделился с нами. Очень интересные предложения, и поэтому мы ждем очень плодотворной совместной работы. В ближайшее время состоится вручение верительных грамот. Как известно, копии верительных грамот он вручил уже в МИДе, а теперь предстоит вручение верительных грамот президенту Республики Абхазия Бадре Зурабовичу Гунба, и это произойдет в ближайшее время, и начнется уже полноценная, плодотворная, очень интенсивная совместная работа.
А вот что еще интересно, Вячеслав Владимирович очень ярко себя проявил на посту губернатора, всем нам это известно, но все-таки дипломатическая, скажем так, деятельность – это нечто новое, можно сказать, для него. Говорил ли он немного, может быть, кулуарно о своих ощущениях и, может быть, каких-то первых впечатлений о новой стране пребывания? Первое, что хочу сказать, для управленца масштаба Вячеслава Владимировича Гладкова, я думаю, не будет таким уж совсем секретным новшеством, в том числе и дипломатическое поприще. Я уверен, что с его опытом, с его уровнем знаний и подготовки, с его бэкграундом, который хорошо известен не только в Российской Федерации, но и в Абхазии многим нашим гражданам, я думаю, здесь никаких трудностей не возникнет. Что же касается, о чем мы успели переговорить, о его впечатлениях от Абхазии, мне, конечно, очень импонирует тот факт, что он уже общается с нашими гражданами. Его видели на берегу, кстати. Совершенно верно, он и рассказывал об этом. Это человек, который не будет закрываться. Он, кстати, и на посту губернатора одного, как я уже сказал, из крупных российских регионов, он продемонстрировал все эти качества и черты. Он был очень медийно активен, очень доступен для людей. И я уверен, что он эти же принципы работы перенесет и на Абхазию. Пока что он высказывался о том, что впечатлен красотой Абхазии, красотой нашей природы, открытостью и дружелюбием людей. Поэтому старт хороший. Да, спасибо большое. Позвольте перейти к другой теме. Завершился очередной 67-й раунд женевских дискуссий, на который вы лично возглавляли нашу делегацию. Пожалуйста, мы знаем, что часто там информация одна и та же, но нам все равно интересно узнать, как проходил этот раунд. Ну, действительно, прежде всего, я хочу сказать, что это иллюзия того, что там происходит все время одно и то же. Богатая политическая, внешнеполитическая жизнь, которая бурлит в регионе Южного Кавказа, в наших соседних регионах, она обязательно привносит в каждую очередную повестку что-то новое. Это всякий раз происходит. Другое дело, что формат женевских дискуссий и информационная составляющая этой работы, она давно уже регламентирована. Это не мы сейчас придумали. Так сложилось, что по всеобщей некогда договоренности, которые были достигнуты, когда этот формат еще только у своих истоков стоял, не все, что происходит в зале заседаний, становится достоянием гласности. Я иногда слышу настойчивые пожелания представителей нашего общества, некоторых наших граждан, которые, значит, сетуют на то, что недостаточно информации. Я хочу сказать, что вся информация о каждом нюансе, о каждой коллизии, которая возникает в том или ином раунде наших консультаций по безопасности и стабильности в Закавказье, она доводится до высшего политического руководства Абхазии в лице президента Республики Абхазия в полном объеме. В полном объеме. И далее уже идет решение руководителя страны о том, какие коррективы необходимо внести, какую степень вовлеченности в ту или иную позицию нам стоит занять. Эта работа не самая открытая, это надо понимать. Масса нюансов. Но жизнь сама, как я уже сказал, подбрасывает новые и новые сюжеты для того, чтобы они стали предметом обсуждения, в том числе и в рамках дискуссий по безопасности и стабильности. И 67-й, минувший раунд, он тоже не стал исключением. Мы все видим, насколько интенсивно развиваются политические процессы, общественные процессы в той или иной стране, которая входит в наш регион. Что касается наших непосредственных взаимоотношений с Республикой Грузия, а именно это в фокусе нашего участия в женевских дискуссиях, то, разумеется, и здесь все непросто. Грузия сама переживает весьма непростой период.
Мы с вами видим, какова активность различных европейских и вообще западных различных институтов, которые пытаются все-таки радикализировать обстановку в Грузии, которых не устраивают некоторые подходы правительства Грузии во внутриполитической повестке. Ну, однако, к сожалению, я должен констатировать, что в вопросах повестки, которая касается взаимоотношений с Абхазией, руководство Грузии занимает последовательную такую печальную, нереалистичную позицию. Это касается их постоянных претензий к Российской Федерации, постоянных нарративов о том, что Абхазия является оккупированным регионом. Они по-прежнему отрицают наличие и статус государственной границы между Абхазией и Грузией. И это проходит практически в каждом выступлении главы грузинской делегации. Разумеется, позиция абхазской делегации, наших союзников, делегации Южной Осетии и наших российских союзников в лице Министерства иностранных дел России, разумеется, она радикально отличается. Мы, как я уже не раз говорил, мы тщательно готовимся к каждому раунду, к каждому конкретному раунду, а не вообще. Многие наши граждане, может быть, даже некоторые люди, которые называют себя экспертами, они имеют весьма отдаленное представление, к сожалению, о том, что составляет предмет наших обсуждений. И насколько иногда непросто бывает донести свою позицию до широкого круга международных экспертов, высоких западных чиновников, которые представляют, как я уже говорил, ООН, ОБСЕ и Европейский Союз, а именно они являются сопредседателями этого формата. И поэтому здесь нужно готовиться очень предметно. Мы готовимся с цифрами в руках, с историческими фактами, со ссылками на документы, которые уже приняты и утверждены. И поэтому, конечно, наша позиция, она смотрится намного более выигрышно. Это сейчас не только я говорю. Я наблюдаю очевидную, заметную усталость, очевидную такую усталость от позиции грузинской стороны, со стороны сопредседателей. Вот, например, была полемика, главы грузинской делегации с представителем от ОБСЕ. Я так раскрываю немного кухню, может быть, вопреки даже, так сказать, утвержденному формату. Например, организация, которая называется ОБСЕ, она постоянно мониторит происходящее на границе, государственной границе Абхазии и Грузии, с обеих сторон. И неизменно уже третий раунд, европейские чиновники дают заключение о том, что ситуация на границе стабильна. А мы знаем, как высока активность, человеческая активность при пересечении границы по реке Ингур. Это порядка 3000 человек в сутки. Разумеется, мы, как абсолютно законный аргумент, говорим о том, что если бы не были созданы условия абхазской стороной, если бы на границе не царила безопасность, слаженная работа всех служб Республики Абхазия, которые вовлечены в этот процесс, то очевидно, что такой активности бы не было. Люди просто не стали бы приходить в опасные для себя места. Ну, разумеется, и с этими формулировками соглашаются и европейские сопредседатели. Разумеется, это не устраивает, такие оценки не устраивают грузинскую делегацию. И периодически возникает некая полемика. Ну, здесь наши оценки абхазской делегации и сопредседателей совпадают. Мы все вместе, органы власти Республики Абхазия, обеспечили именно тот комфортный и такой разумный режим функционирования всего этого большого организма на государственной границе. Мы считаем, что ситуация находится абсолютно под контролем, и попытки представить это дело другим образом, они не выдерживают критики. При этом мы открыто говорим, что да, мы взаимодействуем с нашим стратегическим партнером, с Российской Федерацией. Есть совместные форматы, в том числе они касаются и функционирования на границе по реке Ингур,
Мы и дальше будем совершенствовать это взаимодействие. Мы никому не угрожаем, но мы обеспечиваем прежде всего нормальное функционирование, как я уже сказал, и безопасность граждан Республики Абхазия. Поэтому, конечно, закон, он суров, но мы вынудим всех, кто вовлечен в процессы, которые связаны с трансграничным сотрудничеством, соблюдать законы Республики Абхазия. Иногда мы слышим претензии о том, что происходят задержания нарушителей государственной границы, лиц грузинской национальности. Ну, разумеется, когда нас просят о, так сказать, практике нулевых задержаний, мы говорим, что обеспечьте практику нулевых нарушений, и тогда не будет задержаний. Рецидивисты, те, которые пытаются не раз нарушать государственную границу, они, разумеется, будут задерживаться, и их действиям будет дана правовая оценка. Ровно так мы и поступаем. Поэтому я считаю, что, конечно, попытки грузинской стороны представить дело таким образом, что абхазская сторона, значит, не контролирует ситуацию на границе, что там преследуются лица грузинской национальности, вот по этническому, по национальному принципу, они не выдерживают никакой критики и не подтверждаются международными структурами. Мы считаем, что это хороший большой успех для нас. Мы объективно представляем информацию, так же, как и говорим об тех условиях, которые стали причиной вот сегодняшней ситуации, а именно агрессия Грузии против Абхазии в 1992 году. Об этом, конечно, не очень нравится нам, нашим оппонентам, слушать, и они не очень довольны, что мы все более настойчиво эти факты представляем такому высокому сообществу чиновников Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, ОБСЕ и так далее. Но мы приезжаем с фактами, мы приезжаем с историческими фактами, со статистикой. И поэтому, конечно, это все больше и больше укореняется в сознании, в том числе и тех экспертов международных, и тех международных функционеров, которые присутствуют на наших дискуссиях. Ну, разумеется, этот раунд отличался, я могу сказать, такой особой остротой, поскольку грузинская сторона довольно нервно ставила некоторые свои вопросы, обвинения. Ну, нас это нисколько не смущает, поэтому и мы, и наши российские партнеры, и наши югостинские друзья, конечно, доносим свою логику, свою версию событий, а она базируется на фактах. Вот в чем различие. Если наши оппоненты свою логику убеждения выстраивают на мифах, на переписывании исторических фактов задним числом, то мы исключительно на фактах, которые сегодня имеют место, которые сегодня сложились в регионе, но при этом и на солидной историко-правовой базе. Спасибо за столь подробное освещение этого вопроса. Я хотела бы перейти к другой теме. На прошлой неделе официальная делегация Ганы прибыла в Абхазию, в Сухум. Это, кстати, было довольно яркое событие, его многие отмечали, комментировали. Я знаю, что в МИД вы принимали эту делегацию. Скажите, пожалуйста, немножко расскажите об этом, о том, как прошла встреча. И кулуарно многие говорили о том, что, может быть, будет признание от этой, скажем так, вот от Ганы. Возможно ли это? Но прежде всего хочу сказать, что не нужно чрезмерно торопиться, это первое. Второе, хочу сказать, что я также испытываю чувство удовлетворения, поскольку это была наша часть работы. Наш представитель в странах африканского континента, доктор Беназер Бенг, в свое время предложил нам рассмотреть возможность о заключении побратимских соглашений между городами Абхазии и некоторых городов африканского континента, различных стран. И вот выбор первый пал на город Сухум, абсолютно одноименный город нашей столицы, и круг, который, как бы, столицей которого является город Сухум, его представители после определенной подготовительной работы, которую мы проводили с нашими коллегами из администрации города Сухум. И здесь хочу сказать теплые слова в адрес руководителя, в адрес мэра города Сухум, Тимура Михайловича Агарба, которые оперативно отреагировали на это, проделали свою большую часть работы.
И в результате этого делегация города Сухум, округа Сухум, Республики Гана, вот она и прибыла в Сухум для заключения этого соглашения. Но действительно, мы приняли их в МИДе, в Министерстве иностранных дел. Состоялся такой интересный обмен мнениями, очень живой, заинтересованный. Я хочу сказать, что Республика Гана – это, вопреки, может быть, каким-то расхожим мнениям, это серьезное, стабильное и большое государство на африканском континенте. Столица Ганы, город Акра – это серьезный, большой город, большой центр. Население Ганы более 35 миллионов человек. У них достаточно сложившаяся и развитая экономика. Достаточно сказать, что Республика Гана один из крупных экспортеров золота. То есть они добывают и экспортируют золото, и это составляет значительную часть доходов государственного бюджета. Кроме того, Гана обладает довольно серьезными запасами углеводородов, есть и нефть, и природный газ. А кроме того, еще и развитым довольно по африканским меркам сельским хозяйством. Это производство и кукурузы, маниоки, цитрусовых. Кстати, Гана также является очень серьезным экспортером пальмового масла в различные страны. Поэтому, конечно, я только могу приветствовать такие контакты. Очень красочно и так очень по-человечески интересно прошла сама церемония подписания между двумя Сухумами. Многие члены правительства там присутствовали при этом. Самые теплые отзывы я слышу от своих коллег по поводу, значит, того, как проявили себя члены ганской делегации. Я думаю, что сотрудничество будет развиваться. Это последствия той работы, которую мы проводим на африканском континенте. В ближайшее время, не буду открывать завес, но будут еще такие контакты с другими африканскими странами. Мы стараемся работать и делаем это упорно и целенаправленно с теми странами, которые готовы с нами взаимодействовать. У нас нет различий по предпочтениям, в каком регионе мира находится та или иная страна. Если она готова выстраивать с нами отношения на принципах взаимного уважения, признания нашего суверенитета, мы готовы к такой работе. В то же самое время хочу сказать вот о чем. Конечно, с большим удивлением и сожалением наблюдаю вот ту вакханалию в социальных сетях, которая развернулась в эти дни в Грузии. И, к сожалению, это происходит открыто, то есть люди открыто демонстрируют такие вопиющие примеры ксенофобии, расизма, не побоюсь этого слова, хотя вроде бы часто заявляют о своей приверженности демократическим принципам и так далее. Огромный массив оскорблений, негодования, выражающегося совершенно в неприемлемой форме, значит, выплескивается на страницы различных пабликов и в социальных сетях, в информационных ресурсах Грузии по поводу, в очень оскорбительной форме, по поводу наших ганских гостей. Я думаю, это не делает чести таким членам грузинского общества. Я думаю, что это, наоборот, проявление слабости, проявление неуверенности, ощущение того, что мы на правильном пути, мы движемся к диалогу. Очень непросто мы движемся. Сегодня такой период, когда развитые страны теряют дипломатические отношения между собой, когда прекращается общение, когда выстраиваются барьеры и так далее. Но вот такая истерическая реакция наших оппонентов, она свидетельство тому, что мы на правильном пути. Мы работаем упорно, целеустремленно для того, чтобы признание нашей независимости, а также контактов с теми странами культурных, экономических, гуманитарных, любых, человеческих, туристических, постоянно становилось больше. Мы проводим эту упорную работу, и нам за нее не стыдно. Знаю также, что в конце августа состоится Дамасская ярмарка. Уже мы принимали участие в ней. Есть ли планы на этот раз? Да, совершенно верно. Мы уже участвовали, причем без ложной скромности, скажу, с большим успехом.
последствия нашего участия сейчас мы ощущаем. Последовало приглашение опять от президента Сирийской Арабской Республики, господина Ахмеда Аш-Шара, с предложением посетить Дамасскую ярмарку, 63-ю по счету, представительной делегации Абхазии. Мы ее готовим сейчас, эту делегацию. И я думаю, что в не менее представительном составе приедем к нашим союзникам и друзьям в Сирийской Арабской Республике, продемонстрируем наш экономический потенциал, продемонстрируем нашу культуру и наладим новые связи. Это важный плацдарм Абхазии для взаимодействия со странами Ближнего Востока. Это наши партнеры, которые декларируют свою приверженность продолжению отношений с нами, и поэтому мы очень дорожим этим. И, соответственно, очень важен эффект присутствия, очень важно общение с нашей диаспорой. Именно на это мы и ориентируемся в нашей ближайшей работе. Очень интересно, будем подробно следить. Благодарим вас, Олег Мусасович, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо.